Добрый вечер. В последнее время я все склонен извиняться за то, что комментирую события, которые формально не относятся к событиям минувшей недели. Но такова уж особенность нашей эпохи 21 века. Событие становится событием, когда начинается широкое общественное обсуждение, а отправная точка может лежать сколь угодно далеко от него. Так вот, отправная точка сегодняшнего события, о котором все говорят, лежит аж в 2 неделях от него. Это решение Республиканского оперативного межведомственного штаба по противодействию COVID-19, которое состоялось 28 мая и которое отличилось удивительной радикальностью. Оперштаб запретил проведение традиционных сельских праздников Лут в Выжимском районе, Усть-Цилимская горка, Корт-Айка в Кировском районе, Сено в Троицко-Печорском районе, а также 375-летие села Усть-Кулом. Решение вызвало бурное обсуждение и, не побоюсь этого слова, осуждение. Хотя вроде бы к этим праздникам настолько привыкли, их проводили по достаточно традиционной схеме, репортажи о них писались и снимались фактически под копирку, они проходили, тем более летом на фоне отпусков, где-то там в стороне, их особо никто вроде бы и не замечал, как вдруг, когда их запретили, все начали активно именно о них говорить. Они стали фактом уже не просто какой-то культурной, а фактически общественно-политической жизни. Почему? По очень простым нескольким причинам. Во-первых, сам факт запрета. Такого не бывало ранее. Тем более это происходит на фоне празднования столетия Республики Коми, которое не просто празднуется, а празднуется в 2 столицах. По крайней мере, прошло до сих пор празднование в 2 столицах, основной и северной. И мы к этому еще вернемся. Вторая причина, названная как раз причина, это сам ковид. Да, ковид – это опасная болезнь, от нее требуется скрываться, от нее требуется держаться как можно дальше, но позвольте, вроде как идет вакцинация, и вроде как вакцинация идет сравнительно неплохими темпами, как нас пытаются уверить, по крайней мере, и вроде люди от этого становятся здоровее, так чего же бояться? Тем более это происходит на открытом воздухе. Третье. Именно потому, что причиной назван ковид, люди хотят общаться, а им надоело быть дома запертыми в 4 стенах, в виртуальном пространстве, общаться друг с другом только. Им хочется живого общения. Ну и летом при отличной погоде, по крайней мере, как правило, при хорошей погоде, людям тем более хочется общаться вживую. Четвертое и главное, уже упомянутые мной Москва и Петербург. Мы видим, что там народу, мягко говоря, не меньше, а сконцентрированы они гораздо теснее. А тем не менее, там проводятся как раз массовые мероприятия в честь столетия республики, и причем тратятся огромные миллионные суммы. Вспомним подсветку Останкинской башни, вспомним оклейку метро, вспомним концерт в метро и вообще проведение мероприятий в метро, где, мягко говоря, не может соблюдаться социальная дистанция. И вот сама совокупность этих причин не может не раздражать простой народ, простого обывателя. Да, в августе будет празднование столетия всей республики, без разбивки, так сказать, на традиционные сельские праздники. Но если их не провести, к этому столетию останется очень серьезная червоточинка в общественном сознании. Особенно это будет заметно накануне выборов в Государственную Думу. Всего вам доброго.